Ну и жара в кабине, блин. Съездил до Пилорамы и решил заехать на горку. Здесь вот такая курилка. Я здесь обзор своей гранты делал. Тут снимал немножко. Ну, этот вид, конечно, отсюда самый красивый вид. Одним словом. Снимаю на смартфон. Не знаю, что-то красиво, некрасиво показывает, но очень красиво вам скажу я. Красоту я вижу. Вообще здорово. Листва пока полностью не выпала, уже у некоторых деревьев уже все без листвы там стоит, там вон там глубже где. А здесь вот на окраине вот еще все желтое. Ну, тропинка вон куда-то идет, вон туда, вон к речке. А, это значит, знаете, это у охотников тропинка. Где спуск, интересно, там? Или где-то вот тут они спускаются? Может быть. И здесь вот по этой тропинке идут к самой речке, и они вдоль берега уже начинают охотиться. В основном за поворот туда поднимаются. И там охота у них. Возле реки вот перелеты, ну, на уток ходят. Здесь курья. Вот здесь вот заходит. Вот речка, вот там остров. Речка вот как бы в двух местах проходит. На другом участке вот там мелко. И основная, когда на лодке едешь вот по этому, как сказать, руслу или еще как. А здесь вот была курья. Курья большая была, вот до туда. Раньше мы здесь рыбачили, очень классная рыбалка была. Вот. Дымит костер, что разве тут кто-то живет еще в этом доме? Что костер еще, дым идет от костра. Волк объявились. Сейчас вот мужики говорят, что-то здесь, в этом микрорайоне, в Тистовке, собаку унес, волк утащил. Так, тут я смотрю. Здесь я снимать не буду, потому что я вижу то, что нельзя снимать и показывать. Не хочу проблем никаких для односельчан. Короче, хотел на ту горку сходить. Знаете, вот макушка, вот эти деревья были вон здесь, вот тут. И берег ушел вот. Этот дом, ну, тоже вот, скажем, уже отсюда переселились люди, как бы построились в другом месте, потому что обрыв такой, там земля каждым годом все больше и больше уходит. Такие делишки тут творятся. Ну вот тропинка, оказывается, вот здесь и спускаются к речке. Это охотники туда ходят. Вот. Ну сюда вот, я не знаю почему, может, не разрешают, как сказать, может быть, желания у молодежи нету, чтобы сюда построить беседку делов, то для пару человек, пару часов работы, стройматериалы на 2000, скажем, прикупить доски там и стойки поставить, и вот тебе беседка, знаете, вот эти елочки убрать отсюда, вершинки, просто вершинки срубить, или я не знаю, ну убрать, в общем, это дело. И такой вид, такой красивый, вот, скажем, просто вот весной ты сидишь, утиные, гусиные перелеты там смотришь. Красиво же, интересно, ледоход, когда идет.
Не только вот, скажем, будут ходить люди сюда, чтобы бухнуть, а нет, просто вот всяко разный и народ может сюда прийти, там, посидеть возле костра, там, шашлыки, башлыки. Это реально можно тут. Но никто не делает. А весной, осенью, я бы думаю, здесь неплохой вариант здесь посидеть у костра. Комаров осенью, весной меньше. Да и здесь такое самое возвышенное место. Ну, я даже думаю, что не самое, но вот возвышенное место. И здесь этот продувает все время ветер. А возвышенность это там, где у нас эти вышки, телевышки, где церковь. Вот там самое возвышенное. Высшего этого уже нету. Это такая съемка сейчас идет у меня вот, показывая золотую осень. Показывая золотую осень, потому что сейчас эта красота рано или поздно уже уйдет. И здесь все будет зелено так. Желтизны уже не станет. Вот такие делишки. Что-то я сейчас ездил, и у меня вторая скорость, вторая передача. Или на больших оборотах я включаю что-то. Я не знаю, что-то там как будто шестеренки там, как сказать, туго заходит. Может, на больших оборотах я включаю. Что-то не понравилось мне. До этого не было никогда ни разу. Сейчас буду дальше ездить, посмотрю. Вот. Сегодня света нету. Да и интернет сейчас вырубили вообще. Хотел погоду посмотреть, но дальше какая погода станет, пока непонятно. А на улице-то солнце светит, а ветер прохладный. Осенний ветерок такой продувает. Редко так бывает осенью, что погода так долго стояла. Без дождя, без слякоти этого. Там вроде утки сидят. Что-то я сейчас заметил. Или похоже на уток. Что-то там 3 штуки плавает. Но у меня без зума. Ну, зум есть, но слабоватый. Или чучела у охотников. Не знаю, что-то там плавает возле берега. На лодке кто-то тоже поднимается. Вот. Ну, что еще сказать? Постепенно вот я снимаю вот такие будни, но многие реагируют как-то не очень хорошо. Почему так? И самое главное, не отписываются. Вот там все время однообразно пишут, что я плохо снимаю, что там замечания всяко разные делают. Одни и те же люди, одни и те же. Не как-то, как сказать, не те люди, вот, которые нравились, все время нравилось, и вот тебе что-то я начал делать. Я вроде ничего такого не изменял на своем канале, все снимаю в одном и том же направлении. Но вот реакции, конечно, идут. Ну, такой слабенький моторчик тоже. Ну, может, 5-ка, 6-ка. И вот видите, где проехали. О чем я говорил вот здесь. Как сказать, дорога здесь глубже, а там шире, но наоборот, там глубины меньше.
Так что мой совет, ребят, кто вот не нравится кому смотреть мои фильмы, просто отпишитесь. И все дела. Не портите нервы себе, и мне не надо портить. Я делаю свою работу, мне это нравится. Я снимаю, вот показываю, что есть. Вот видите, вот лодка едет, люди едут по своим делам. Красоту эту, что я вижу, также снимаю, показываю. Вчера с охотником поговорил, кто вот на той же реке охотится, где я охочусь. Вон корова еще живая ходит. И он говорит, вообще там в лесу, говорит, делать нечего. Вот такая картина. Вообще плачевная сейчас в данный момент. И потом также вот меня спрашивают, где птица, где дичь, где рыба. Десятки, сотни раз уже, наверное, в комментариях я писал. И толком я не могу найти ответ. Куда все исчезает? Почему? Не знаю. Охотник всех птиц не перестреляет, рыбак все рыбы не поймает. Но куда-то все исчезло. Даже мышей нету. Вот почему? Кто может на это ответить? Да никто. Вот. А так хорошо тут сидеть. Честное слово, вот, обалденно. Только вот поехал и плывет себе. В ближайшие дни мы также будем плыть, подниматься с собаками. Тоже лодка груженая стоит там. 2 собаки, считай, это вес человека будет почти. Потом вещи, немало вещей. Ну хорошо, одно хорошо, что вот сейчас как-то буран есть, и я много вещей таких бывает там поднимаю на буране. А раньше там, когда я на другой реке охотился, там 80 километров, считай, на ветерке ездил, там 90 литров бензина, топлива, 90 литров я с собой брал. Ветерок такая обжора тоже. Бывает, моторки экономичные попадают, а у меня вообще 90 литров. Потом уже последнее время начал 2 мотора возить. Ну, как бы один везет, второй на запас еще брал. Это, ну, не доезжал я на одной моторке. Потом 2 мотора начал возить с собой. Ну, один мотор еще в запас. Продукты на месяц. Меньше месяца я в лесу там не проживал. Месяц. Считай, примерно 20 буханок хлеба, там, картошки, полмешка. Продукты, оружие, боеприпасы. Да и на ремонт бывало там. Рубероид бывает везешь. Или же еще бензопила Урал был. Тоже вес, скажу вам. Ну, полным-полно. Лодка 5-метровая. Вот полным-полно. Вот, скажем, только немножко собака. Вот еще одну собаку я держал. Одну. И для него только место для собаки оставалось. Все. Вот так. Так что... Ну, сейчас более-менее так меньше груза, чем, скажем, топливо. 3 раза меньше я сейчас даже сколько там 3 или 4 раза меньше даже использую, потому что четырехтактный и экономичный мотор Suzuki 6, и в то же время на
меньшем расстоянии до второй избы, не так далеко, как раньше. Хочется в этом году также напрямик, как и 2 года назад, на эту избу еще сходить. Не знаю, получится нет. Посмотрим по обстоятельствам, будет ли погода, будет ли здоровье. В принципе, от второй избы до самой верхней избы, где я раньше охотился, примерно 16 километров. Напрямик по навигатору, скажем. Ну, не по навигатору, а по просекам, и 16 километров. Это до другой реки. По реке 80, а от избы до той избы, где я охотился, 16 километров. Вот. Желание, в принципе, есть. Просто походить. Но там дорога, мама, не говорю. Я один раз туда сходил. Все, думаю, больше туда не залезу. Такое вот, блин, ужасное место. И вот прошло 2 года или 3 уже, сколько там. И вот уже опять вот ностальгия, опять хочется побродить там по этим местам. Ну вот со сравнению там, скажем, ты тяжелую работу сделал, у тебя что-то с поясницей случилось, и все, думаешь, уже полежал в больнице, уже думаешь, все, тяжелую работу не буду делать, с поясницей может случиться что-то. Но вот пройдет время, месяц, и опять ты забываешь все это, и как я забыл уже, что там трудный путь, и вот опять хочется туда идти или же сделать тяжелую работу. То же самое. Вот. Классно тут сидеть, ребят. Честное слово, ну, вид такой тут. Конец села тут, тестовка. Уазик. Ну, не хватает здесь беседки. Кто вот часто здесь находится там, я вот, скажем, только за этот год я 2-й раз сюда подъехал. А, скажем, кто вот часто гуляет, если, скажем, претензий не будут предъявлять там директор совхозных полей этих, без проблем можно сделать беседку там 3 на 3 хотя бы. Или, да, 3 на 3 вполне достаточно. Можно 4 на 4. Там на крышу и стену от ветра, от южную сторону или же западную сторону. А здесь все открытым поставить. Все видно. И для костра место такое сделать. Ну, не знаю, кто-то созреет, нет. Насчет этого сделает, не сделает. Если сделает, кто-то посмотрит мое видео, там, решится, сделает, поснимаю. Если будете говорить, что я сделаю, но мне это не надо, честное слово. Мне это не надо, потому что я сюда редко приезжаю. А есть люди, которые отсюда все время часто заходят, там время проводят тут. Вот тем это, думаю, надо. И также мне не раз тоже писали, что вот я езжу на лодке, там не пилю. Это, думаю, зря вы такое пишете. Вот мне во что надо, я пилю. Я пилю, ни на кого не надеюсь. И в то же время, как сказать, знаете, видели, сколько я спилил там бревен. И по этим тропинкам, где я спилил для лодки, там ни один человек проехал. Так что на халяву я не езжу, не привык халявить. Достается много чего. Пилю, где надо, открываю путь для лодки. Я спилил, второй спилил, так и друг другу прочищаем дорогу. А чтобы сделать магистраль, это я делать не буду, не стану. Это никто не будет так делать. Вот. Ну ладно, посидел, поболтал с вами, немножко поснимал. Смотрите, кому интересно. А кому не интересно, не задерживайтесь.
Я вас не держу и не заставляю никого смотреть. Этот канал я создал снимать свою жизнь, и пока снимаю, кому интересно, смотрит и оценивает. Добавить больше нечего. Всем пока. Ждите нового видео. Сегодня небольшой сбой у нас с электричеством. И думаю, если сегодня не выложу это видео, видео выйдет завтра. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Всем пока, ребят.